Добрый день, YouTube. Добрый день, наши партнеры-якутяне. Я очень вас благодарю за то, что вы уделили время и пришли все сюда узнать о компании Greenleaf. Вы новичок, да? Или Да, вы по другой теме пришли. Вы по другой теме пришли? Ага, хорошо. Я новичок. Да, вы новичок. И остальные у нас зарегистрированы, это наши лидеры, которые имеют даже по несколько аккаунтов. Компания Greenleaf, я вот сначала прослышала, не услышала, да, но, наверное, вы уже в курсе, что существует 20 лет. Внутри Китая она уже работала там и расцветала, и расцвела до такой степени, что сейчас вышла на международный рынок. На международный рынок, и теперь мы имеем возможность пользоваться тоже преимуществами этого бизнеса. Это такой бизнес-проект, который позволяет всем на местах зарабатывать хорошие деньги в перспективе. Не сейчас, что вот мы сейчас зашли и думаем, почему у нас что-то не получается. Нет, это все перспективы. Но на данный момент мы меняем магазин. Вы сейчас только услышали, насколько интересен и разнообразен ассортимент. Ассортимент продукции в компании Greenleaf насчитывает около 4000. Здесь входит все. И трусы, носки, колготки, и бытовая химия, и средства по уходу за телом, декоративная косметика, чемоданы, сумки, обувь даже есть, виноводочные изделия вроде бы, да, и ювелирные изделия. Так вот, компания наша является международной. Очень много людей спрашивают, когда говорят, это, наверное, Китай. Естественно, это производство все находится в Китае. Но, тем не менее, это корпорация международная. В нем входят это Швейцария, Италия, Франция, Германия, Япония и сам Китай. Как же в нашей прокладочке «Женское здоровье без Китая»? Никак. Я вот сейчас как зашла в компанию Greenleaf, у меня в доме все от нашей компании. Все. Вот просто нет у меня никакого другого угла в комнате, где бы не было Greenleaf. И посуду мою, и овощи обрабатываю, и косметику у меня, и дочка уже всем пользуется, и интимной гигиены, и в туалете все у нас стоит, и колготочки тоже компании Greenleaf, носки, белье, очень шикарное белье уже у нас, итальянское. Конечно. Итальянский бренд Марвисия. А косметика мы имеем возможность пользоваться швейцарской. Швейцарские технологии, это технологии очень дорогие. И производится все это в провинции Суджоу. А Суджоу это один из крупнейших промышленных центров мира. И там, естественно, и требования другие. И стандартизация идет, сертификация по ISO, международные вот эти сертификации, вы можете посмотреть. Есть даже американские где-то сертификации, да, у нас вот на масках для глаз. Есть очки защитные, есть очки Polaroid, вот прямо можно их все это проверять. И зонтики, вот мы в этот раз в декабре продали зонтики, я не ожидала, что они у меня разойдутся. Японская технология, японские зонтики. Так вот, на сегодняшний день, например, что вот мне понравилось в компании Greenleaf. Ну, про ассортимент я сказала, про цены низкие уже вам сказали. И еще то, что я поменяла магазин. Я поменяла магазин с экопродуктами качественными и по низким ценам. Вот. Есть предприниматели, которые вот зарегистрировались в моей структуре, которые открывают магазины, и которые есть такие, которые просто с плеч продают товар. Есть такие, правильно, сетевики, которые любят продавать товар, и они получают очень хорошую выгоду, от 100 до 100%. Это очень большая накрутка. Так вот, в компании Greenleaf есть несколько вариантов сотрудничества. Первое – это вы заходите как потребитель. Заплатив за вход в компанию Greenleaf, вы становитесь просто потребителем, поменяли магазин. Не надо заниматься бизнесом, не надо что-то строить, не надо ничего никому доказывать. Не надо актироваться каждый год или каждый месяц. Нет, просто один раз зашли и на всю жизнь. Все. Просто идете, покупаете зубную пасту сегодня, через месяц пришли, еще зубную пасту купили, через год еще зубную пасту. Допустим. Вот. И здесь нам помогает наши 88 тысяч рублей, которые у нас в кабинете находятся в виде купона. Эти 88 тысяч мы можем использовать за один день, а можем использовать и за 10 лет. Смотря кто как будет покупать продукт.
Первое – это потребитель. Второе – это как сетевик. Очень много людей заинтересованы сетевиков, именно вот поэтому по второму пункту люди сейчас хотят заниматься сетевым маркетингом, потому что уже это стало модным, можно сказать, потому что здесь есть хорошие деньги. И любой сетевик понимает, что здесь действительно можно заработать. Вот этот ваш вход, вы его можете вообще окупить за буквально неделю. За неделю можно окупить, если рассказывать о компании в соцсетях, в WhatsApp, в Instagram, в YouTube. Вот сейчас я в YouTube выкладываю. Зашла сразу, сделала публикацию в Instagram и поставила на WhatsApp статус. И таким образом, работая с соцсетями, я получила себе личных как приглашенных просто с холодного рынка. Людям, которым я не навязывалась, не говорила: приходите ко мне в личку, не люблю спам. Просто они следили за мной. Кто-то следил год, кто-то следил полгода, даже 1,5 года, выяснилось так, да? И люди зашли. И вот эта вот вторая вот эта формула сетевика, она работает, если вы об этом будете говорить ненавязчиво в соцсетях. Просто сейчас вот вы сидите, да, и надо сидеть не сложа ручки, товарищи лидеры, а нужно снимать видео, нужно снимать фотографии делать и писать туда комментарии. И в таком случае вам скажут: да, действительно, здесь идет бизнес, здесь идет обучение каждый день. И сетевику это становится интересно. Он говорит: компания работает каждый день, и этот человек тоже работает, и я пойду к нему. Я не пойду вот к Ивану Ивановичу. Он там сегодня рассказал про компанию Greenleaf, а через неделю уже забыл про нее. Люди ведь хотят, чтобы их позвали в бизнес и чтобы с ними работали. И надо с ними работать, потому что пригласить и подписать человека – это одно, родить – это одно, а воспитать – совершенно другое. Правильно? Вот мы работаем над этим. И сетевик – это, звучит даже очень гордо. Звучит гордо. Это очень много работы, это знания, это успех, это обучение, это просто круто. И тем людям, которым за 50, им надо быть здесь. Я утрированно. У нас есть самый молодой партнер в России, по России, самый сейчас известный мне. А нет, кстати, у Бугрова сын еще младше. Но у нас самый молодой... Он не зарегистрирован с 14 лет. Да, у нас самый молодой зарегистрированный партнер, которому 14 лет. Это в городе Якутске. Его зовут Константин. Он недавно у нас выступал на презентации, городской презентации. Он не испугался. Очень хорошо выступил. Третье – это предприниматели. Предприниматели заходят к нам, которые имеют магазины. Им очень интересен этот бизнес, потому что не обязательно здесь быть сетевиком. Зашел, заплатил франшизу, здесь уже будет называться это наверняка франшизой, и имеет возможность приобретать продукцию по очень низким ценам. 88 тысяч у него скидка и очень хорошие наценки. У нас на севере очень много людей, которых из крайнего севера, допустим, Верхоянск. Потом еще какой у нас есть улус, дальние улусы? Таймыр. Таймыр, правильно. Все происходит, отгрузка продукции происходит за счет партнера из города Якутск. Мы ему отправляем, и он оплачивает сам. И ему очень выгодно закупать продукт у нас. Даже вот в Верхоянск у меня отправляли груз самолетом, потому что все окупается. Продукт уходит за 2-3 дня у них, очень быстро. И вот, значит, так, предприниматели зашли, открыли магазин, у них появился товарооборот. В компании Greenleaf есть две категории продукции. Это балловый и безбалловый продукт. Вот мы сейчас все время говорили про безбалловый продукт. О том, что здесь у нас в компании нет обязательных активаций. Нет активации у нас. Когда человек зашел просто как потребитель, поменял магазин, ему не нужно обязательно активироваться. Это безбалловый продукт.
Не надо закупать ежемесячно. Да, нету активации ежемесячных. Но в компании есть еще и баловый продукт. И вот по этому баловому продукту у нас еще есть следующий вид дохода. У нас 8 видов дохода. Я просто про первый вам не сказала. А ты же тоже не рассказала, конечно, да? Так вот, по баловому продукту у нас есть такой вид дохода, как если вы актируетесь на 15 PV, это примерно 2000 рублей, не больше, то вы получаете 1% от балового товарооборота вашей структуры. Почему я так подчеркиваю вашей структуры? Потому что здесь, когда вы становитесь, занимаете место, то у нас бинар, и под вас могут упасть люди по, как называется, по переливу. Допустим, вот вы встали, бинар у нас, и здесь у вас с левой стороны стали у вас падать люди. Вот эти люди вам дают рост. Вы можете подняться до ранга менеджера, но при том условии, если у вас с правой стороны тоже будут люди вами приглашенные. Они дают рост, но они не дают вам розничный товарооборот. Розничный товарооборот вам дают те люди, которых вы лично пригласили. Вот эти люди вам упали по переливу сверху, а вот вы пригласили человека. Он у вас тут упал, допустим, 5-м человеком. И вот это уже началась ваша личная структура. Следующего, второго человека вы подписываете в правую сторону. Первый слева встает, второй справа встает. Слева у нас, потому что бинар. И вот тут вот ваши люди начинают приглашать людей. Когда они приглашают людей, это называется лично ваша структура. Ваша структура. И когда вы на 15 PV сделаете активность в один из месяцев, допустим, то вам компания сделает начисление 1% от вашей именно структуры, от людей, которых вы пригласили, и у них тоже выросла структура. Вот оттуда. Но вот эти вот люди, которые встали у вас в первый уровень, вот это вот первый уровень, допустим, это произошло сегодня. Слева-справа у вас появились люди. Вам компания платит $88. $88 это 5000, сколько там было рублей? 5000 рублей. И закрывается у вас шаг $22. $22, всего 110, это получается сколько? 6270. 6270 рублей. Эти деньги вам поступают на следующий день. Значит, во сколько? В 9 утра по Москве. У нас это в Якутске получается где-то в 3 часа. После обеда вам поступает 6000 рублей на следующий день. И вы можете эти деньги на следующий день же, вот, то есть как получили, прийти в сервисный центр и вывести. Или можете расплатиться ими за продукцию. Или же можете получить наличными деньгами. Что вас больше интересует, деньги или товар? Правильно? Вот это вот не ваш человек. А вот это ваш приглашенный, второй приглашенный, правильно? У вас закрылся уровень шаг. Потом вот этот человек, не ваш, он приглашает человека. Вот он нарисован здесь. А тут вот это второй ваш человек, вот этот, пригласил своего первого человека. А у вас закрылся опять уровень и шаг, это $110. Видите, как хорошо. Ну вообще, как можно быстро заработать деньги? Быстро зарабатывать деньги нужно. Вот вы пришли и сразу пригласили двоих. Когда вы сами дома где-то рассказываете, что вот да, крутая компания, я хочу вас там что-то, и вот что-то начать объяснять, вы все равно не объясните так, как это правильно нужно объяснить, потому что информации мало все равно. А когда люди приходят в офис, они быстро заряжаются вот этим вот оптимизмом, видят вот эту продукцию, слышат вот эти отзывы по продукту. Вот, Ирина, у тебя есть какой-нибудь отзыв по нашему продукту? Вот ты только что подошла. Скажи, пожалуйста, коротко. Погромче, у меня идет прямой эфир, можно погромче. Эй, нет. Хорошо, давай, говори. Время идет. Ну ладно. Ну это, конечно, неправильно, Ирина. С этим надо работать, потому что у вас пришли люди, которых вы пригласили, и вы ответственны за них. Вы обязательно должны обучать своих людей и показывать своим примером, рассказать. Если вот сейчас вот мы пришли и не можем рассказать отзыв про продукт, значит мы что-то не договариваем, и люди могут вас неправильно понять. Понимаете?
Если мы пользуемся продуктом, мы открыты, мы честны. Если я пришла в компанию Greenleaf, у меня все в доме от компании нашей, от Greenleaf, я довольна этим продуктом. У меня лицо хорошо выглядит, волосы у меня хорошие, ногти там и так далее. Все отлично. И бизнес тоже растет. Вы пригласили двоих людей, рассказали им про продукты, рассказали про бизнес. Привели сюда в офис. И эти двое людей тоже пригласили по 2 человека. Вот так. Вот если будет вот так, то вы здесь получите $110, помните, да? 88 и 22. Помните, 88 за уровень и 22 за шаг. Эти двое людей пригласили тоже по 2 человека. Значит, у вас тоже закрылся опять уровень, а уровень закрывается только один раз, 88, и $22 это шаг. $110 получили? А у вас еще вот люди висят по бокам. За них вам компания тоже платит $22. Это один шаг. Это где-то примерно 7,5 тысяч рублей. 7,5 тысяч рублей. 6200 было 7500. Почему такая разница небольшая? Потому что уровень платится только один раз, а шаги, они платятся только сколько есть. Но по шагам есть что? Ограничения. И сколько они стоят, эти ограничения? $529. $529 в сутки. Потому что чем глубже у нас идет уровень, тем шире у нас юбка. Значит, на уровне будет все больше шагов. И поэтому компания тоже считает свои деньги. Она не хочет обанкротиться сразу, потому что это большие деньги. И поэтому по уровням идут ограничения. Это $529. То есть по шагам, а по уровням потолка нет. Эти люди будут вам приглашать людей, хотя они приглашают себе строить свой бизнес, но у вас тоже будет расти все. Ваша структура будет расти, и компания вам будет все время закрывать уровень $88 одноразово и шаги. Вот они шаги, $22, 22. Этот пригласит тоже 22. И смотрите, уровни платятся вот так вот, да? Горизонтально. А шаги, они могут, допустим, вот раз сюда пришел человек и сюда. Уровни разные, а шаг все равно выплачивается $22. Мне уже так несколько раз, я скажу, откуда деньги-то упали, никого же нет. Так, вот. Эммануиловна, у вас же есть уже свои истории про доход, по доходу? Скажите, пожалуйста. Да, как у вас? Вообще интересно, когда вот так вот посмотришь такую программу. Ну, когда услышала я вот это, я в Амвее нахожусь сама, и у нас цены такие крепенькие, продукция хорошая, а здесь продукция шикарного качества, но цены такие, о которых только можно мечтать. И все есть недорого, можно все приобрести. Поэтому у меня вообще глаза горели, не знаю как. Я тут так все рассказывала своим знакомым, приводила их, показывала, им тоже так это все нравилось, и сразу все заходили. Придут, и нравится все. И в первый месяц Валентина Эммануиловна заработала почти 80 тысяч рублей. В первый месяц сразу. Понимаете? Сначала с одной стороны люди вставали, потом с другой стороны начали вставать, и уровни стали закрываться. Прямо приду в 12, приду в 6, приду в 18, что такое? Что такое? Откуда что? А в Новосибирск приехало 14 тысяч. Сразу же я их обеспечила наличными деньгами. Да, было очень здорово. Есть еще один вид дохода. Есть здорово, что было. А сейчас еще понятно про деньги рассказываю, больше никто. Ну, потому что есть такие люди, которые не хотят рассказывать. Ну, прямо зарабатывают и зарабатывают. Да. Еще же есть вид дохода у нас. Помните, у нас 88 тысяч рублей купонов-то? Эти купоны же заканчиваются когда-то. Я, помните, говорила, могут за один день закончиться, а могут за 10 лет закончиться. Так, вот вы пригласили лично своих людей. И это тоже работает от тех людей, которых вы лично пригласили, от вашей личной структуры. Эти лично приглашенные ваши тоже пригласили людей. Это ваша структура, которая личная. И у этих людей закончились вот эти купоны. А их здесь будет 100 человек, 150, 200, 1000 человек. Когда заканчивается купон, мы их возобновляем. 9000 вносим в кабинет, и они у нас в 10-кратном размере увеличиваются, будет 90 тысяч купонов. А компания вам за это от 9000
который внес человек, оплатит вам 2%. 2% это 180 рублей, допустим, с одного человека. Но их же будет 100, это 18 тысяч, которые мы получаем сейчас раз в месяц за пассивного дохода пенсии. 20-30 лет отработали, у нас сейчас пассивный доход где-то 18 тысяч, да, в среднем, плюс-минус. 100 человек. Но эта цифра, вот эти 100 человек, она растет с каждым днем. И через года два она будет расти в геометрической прогрессии. Если сегодня 100, то завтра по геометрической прогрессии это сколько будет? 10 тысяч. Да. Вот такие цифры будут. И здесь, конечно, зарабатывать можно еще и став менеджером. Ну, менеджер это небольшой статус очень менеджер. Старший менеджер, да, старший менеджер и директор. И вот когда, как стать менеджером? Дело в том, что когда вы подписываете людей, вам компания дает за каждого вот подписанного под вас 275 PV. Это есть ваш рост. Это будет и от ваших приглашенных, и от тех людей, которые упали вам по переливу сверху. Это тоже будет вам считаться 275 PV, это баллы. Слева и справа вот так люди будут приглашать людей, и вам все время будет капать по 275 PV. И вот эти баллы наши, они не сгорают, они переходят из месяца в месяц. И вот здесь самое лучшее, потому что это и есть рост. Вы можете вырасти, и за 3 месяца у нас есть уже в России такие случаи, когда за 3 месяца стали менеджерами, а можно вырасти и за 2, за 3 года. Я за год выросла, а можно за 10 лет. Но все равно, по-любому вы станете менеджером. Потом старший менеджер, вам уже захочется расти дальше. У вас слева будет 44 200 PV, допустим, и справа столько же или больше. И вот это зависит не только от вашей структуры, но и от тех, которые сверху вам упадут. Вы стали менеджером, и вам сразу начали капать бонус путешествий. Бонус путешествий это тоже очень интересно, потому что накапливаясь, он дает возможность нам пользоваться бесплатно путешествиями, ну, 2 раза в год это точно. Когда мы становимся менеджерами, есть еще лидерские бонусы. Это идет от пар по 2%. Допустим, под вами будут идти, рождаться слева и справа люди приходить, у вас будут закрываться пары. И у ваших людей, то есть, извиняюсь, у ваших именно лично приглашенных будут закрываться пары. По $22 пара закрывается. Помните, да? $22 дается. 1200. И от этих 22... От этих $22 вам будет идти еще 2%. Вот такие вот все время. Также компания постоянно проводит промоушены. В Китай, в Малайзию. Сейчас будет у нас... Да? Дубай. Нет, в Украине сейчас у нас уехал Бугров, там идет презентация. Промоушен, что ли? Да, а я сейчас говорю про промоушены. Когда идет на автомобили промоушены, у нас вот в марте сейчас закроется. Потом, допустим, вот недавно, вот на 8 марта компания тоже сделала промоушен. Если вы заказываете на 3000 рублей баллового продукта, будет разыгрываться 3 суперприза. Было такое, да? Кто участвовал, поднимите руки. Вот, 2 человека участвовали, но это только здесь сидящие, еще есть другие, которые... Ну, при регистрации 1000 рублей. А, вот, при приглашении. А в декабре у нас я 5000 получила. 5000, 5 регистраций. А в январе 1000. Ну, видите как? Человек зарабатывает только потому, что она работает. Нужно работать. Если ты сидишь дома, то ничего не заработаешь. Так, какие у вас есть вопросы по бизнесу, по маркетингу? А рост дальше есть, только менеджер или дальше еще? Правильно, очень хороший вопрос. Вот я стала менеджером. Какие еще промоушены? Да. Какие еще эти? Я стала менеджером, просто вот шла, вот последние оставались там пивишки, там никак у меня не закрывалась пиви с одной стороны. В одной-то уже выросла, а в другой никак не срасталась. Ждала, а потом утром как-то просыпаюсь, захожу в кабинет, смотрю, а у меня по переливу там упал человек сверху. И он сразу меня сделал менеджером. Представьте, как здорово, да? Можно не надеяться даже вот на то, что под тобой находится, можно просто вот сверху падает, прям манна небесная. Я менеджер.
И это не надо доказывать. Не надо там полгода, год или там 3 месяца доказывать, что ты стал менеджером. Нет, просто человек упал, 44 200 мне сделал, и я стала менеджером. И теперь я начинаю работать со своими лидерами, лично приглашенными или там с этими людьми, которые очень активные. И эти люди превратятся тоже в менеджеров потихонечку. У них тоже станет слева и справа по 44 000 PV. Я вот смотрю, у меня очень активная Феврония. А вот как раз Валентина Мануиловна, Туяра пришла, Айталина. Вот такой сильнейший костяк сейчас находится. Вот я на них вот надеждой прямо такой смотрю, чтобы стать старшим менеджером. Они станут менеджерами, а я сразу же стану старшим менеджером. И там опять появятся дополнительные лидерские бонусы. Ну, не буду я вам об этом пока говорить. А потом этих менеджеров я должна вырастить до старших менеджеров. И все. И я сразу стану директором. Первый звезды. Да, директор, а у директора уже начинается автомобильный бонус, жилищный бонус, ну и путешествия есть. Но это не обязательно те, которые наши структуры. Я об этом спрашивала специально в Москве. Вы представляете? Это могут быть даже те люди, которые упали вам по переливу. Оттуда, вообще сверху. Даже не ваши люди. Где-то кто-то появился, менеджер, вырос под вами, и он уже вам даст возможность стать вам старшим менеджером. Здесь очень легко получить ранги. Так здорово. Вот такой значок вот мне наградили, так сказать. Да. Еще спрашиваете? Расскажите про закон 1.9.90. 1.9.90. Вот этот 1.9.90, я когда зашла, я так с таким упоением о нем рассказывала, прямо, вау, такой класс. А потом как-то, не стала уже, прекратила, а потом меня что-то просят, да? Это очень важно. Для компании, которая только что пришла на рынок. Закон 1.9.90. Это когда в первые 3 года, будем говорить 3 года, потому что компания у нас очень крупная, поэтому 3 года даже будет. Мы будем находиться в 1%. Мы сейчас, девочки, находимся с вами вот здесь. Вот на самой вершине айсберга. Вот сейчас вот прям вот этой пирамиды. Мы находимся наверху. Сейчас, потому что по России зарегистрировано договоров где-то на 13 тысяч. 13 тысяч. Китайцы посчитали, что для того, чтобы быть в 1%, нужно, чтобы было 200 тысяч договоров. Это как раз и будет эти 3 года где-то, около 3 лет. Это 1% людей, которые будут, смотрите, девочки, есть второй такой треугольничек, но он уже вверх дном стоит, и здесь вот 90%. 90% доходов будут зарабатывать люди, которые пришли в первые 3 года. И это уникальная возможность, потому что в компанию Amway уже бесполезно здесь быть. Уже все, это время упущено. И поэтому лидеры других компаний, которые попали не в единичку, а которые вот в 9% попали, 9% это до 5 лет, до 5 лет это уже будет 9% людей, которые будут получать 9% доходов. И вот эти 9% людей, партнеров, которые находятся в других компаниях, они видят успех людей, которые находятся в 1% у себя в компаниях. Вот это видят успех и ищут новые компании, новые возможности, чтобы попасть в этот 1%. Чтобы попасть в 1%. 90% людей уже от 5 лет. Это будет партнеры, которые будут зарабатывать 1% от всего вот этого товарооборота. 1%, видите, вот 90% партнеров, которые придут позже, которые сегодня услышали информацию и сказали, у меня нету денег, или у меня нету времени, или я не могу, я не умею. Здесь не надо уметь. Мы помним, что мы можем просто зайти как потребители. Но вы вначале заходите как потребители, а потом вы превращаетесь в сетевика. И потом в крупного предпринимателя, потому что у вас при минимальных затратах закупка одной вот этого бизнес-места вы будете получать до 90% всех вот этих вот доходов. А вот эти 90% людей, что с ними случается дальше? Это просто обычные потребители, это люди, которые узнали позже. И вот эти 9%, которые находятся в других компаниях, они уходят в новые проекты уходят, да, вот так вот. И забирают вот этих своих людей с собой.
вот так вот, которые недовольны тем, что они находятся здесь в 90%. И приходят в новую компанию, становятся в 1%, а эти, ну, или тоже в 1%, если они сразу услышат это, или же будут находиться в 9%. Это уже этот закон. Это. И его игнорировать, конечно, нельзя. Поэтому, если вы узнали про эту информацию, нужно сразу что-то предпринимать в своей жизни. Потому что, допустим, 10 лет назад мне было тогда 44 года всего. И я почему-то все равно, у меня была какая-то надежда, что жизнь будет лучше. А она не улучшалась. Я в 2009 году переехала в Якутск. В 2009 из Амги. Ну, обратно переехала. Я в Якутске жила, училась. Я вообще 10-я школа моя, Новопашинская сейчас называют. Ну, там финансовый техникум закончила. Вот в 2009 году я переехала обратно в Якутск. Из деревни приехала. А сейчас 2020 год. А вот так, нет. В 2018 я зашла в компанию Greenleaf. Вот смотрите, до 2018 года, да, я занималась там гостиницами, там еще чем-то. И я ушла в глубокий минус. Когда начала заниматься обычным линейным бизнесом. Большие очень были субаренды, у меня была большие деньги, были вложиться, надо было очень большой суммы, чтобы что-то взять. Маленький такой прямо был доход. Была тоже в некоторых сетевых компаниях, которые тоже мне ничего не дали. Был бег на месте, потому что обновлялись постоянно баллы, и приходилось заново их рожать. И поэтому роста вот такого, как здесь, не было вообще. И до 2018 года, смотрите, вот 9 лет, я здесь в Якутске жила, у меня были только одни минусы за эти 9 лет. И вот сейчас 2020 год, я в 2018 зашла в Greenleaf, и вот 2020 год, и я сейчас стала менеджером. И я уже успела побывать в Москве несколько раз, в Новосибирск летала, в Казахстан слетала. Представляете? А вот эти 9 лет я не могла поехать в Амгу. Мне надо было оформить пенсионные. Мне сказали, если вы в Якутске оформите пенсионные, то у вас будет маленькая пенсия. Мне нужно было ехать в Амгу. Это надо было 5000. Для меня было это очень дорого. 9 лет прожила в Якутске, и я не могла поехать в Амгу. 5000. Понимаете, да? Была для меня очень большая, серьезная цифра такая из 7, чтобы ее увезти. И вот в 2018 году я зашла в компанию Greenleaf, и сейчас вот прямо я очень хорошо, прям на самолетах летала. Вот за прошлый месяц я слетала больше 20 часов в небе побыла. Еще 28 часов наземными транспортами там. Видите, всего-навсего, еще 2 года даже, 1,5 года. 1,5 года, потому что 2020 год только начался. И я считаю это очень большим успехом. Очень большой успех. Спасибо за внимание. Похлопайте.